Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Отмена боя Шавката и Белала. Кто станет первой казашкой в UFC? А также, что с уголовным делом Жанкоша Турарова? Узнаем сегодня. Армысың қадірменді спорт сүйер қауым. Меня зовут Алена, и это Найзадай Ньюс с очередной порцией спортивных эмоций, которые дарит нам 1xBet. Жанкош ни в чем не виноват. Именно так можно сказать об итогах расследования по факту изнасилования. Если вы помните, летом соцсети пошумели, когда некая Анару Курманали заявила, что Тураров в отношении нее совершил нехорошие действия. Так вот, на днях департамент полиции сообщил, что уголовное дело против чемпиона мира по боксу прекращено. Проведенные судебно-медицинские и биологические экспертизы не подтвердили инцидент, и обвинения сняты. Но мнения у народа, как всегда, разные. Кто-то считает, что Тураров, мягко говоря, увильнул от ответственности. Но в любом случае, мне кажется, Жанкош убрал валерьяночку в сторонку и полноценно сосредоточился на своих целях. Долгожданный. Да какой долгожданный? Долгожданнейший бой Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова отменен. Об этом сообщает Спорткор, ссылаясь на источники из команды Дарти. Всему виной стала инфекция в кости действующего чемпиона и, как следствие, перенесенная операция. Будет ли Шавкат драться с кем-то другим или будет ждать Белала, пока неизвестно. Но казахстанские болельщики вовсю бушуют. Кто-то считает, что Белал сливается, боясь лишиться титула. Кто-то, наоборот, желает скорейшего выздоровления Мухаммаду. Сам же Рахмонов выложил в сторис в Инстаграм стакан с чаем, подписав «За здоровье Белала». А в сети X написал следующее, цитирую: «Желаю Белалу скорейшего выздоровления. Мы встретимся, когда ты будешь готов на 100%. Сейчас же я готов встретиться с любым претендентом за временный титул UFC 310. Ну, ребят, пишите, что думаете, с кем по итогу будет сражаться Намат и вообще, что и как будет дальше. Ну, и эмоции, друзья. А спонсор спортивных эмоций – 1xBet. Казахстан обогатился еще одним чемпионом мира по борьбе. В этот раз отличился вольник Нуркожа Кайпанов. Ай да молодец! Напомню, что в Тиране проходит чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях. И как сообщает нам Национальный олимпийский комитет РК, в финальной схватке весовой категории до 70 килограмм Нуркожа встретился с японским борцом Ишиносуки Аояги. Схватка была прям захватывающей и интересной. И мы очень горды, что Кайпанов вышел из нее достойно и в итоге поднял наш флаг на пьедестале. Два казахстанских боксера пробились, можно сказать, в прямом смысле в финал чемпионата мира до 19 лет, который проходит в Пуэбло. Запомните их имена: Асылган Кучербай до 65 килограмм и Даниил Раймбеков до 85 килограмм. Возможно, именно они будут приносить Казахстану исторические победы. Ой, ребят, так приятно такие новости озвучивать. Это прям настоящие спортивные эмоции, спонсором которых является 1xBet. В эти дни в Будве также проходит молодежный чемпионат мира по боксу. Из 17 казахстанских спортсменов, которые приняли участие, целых 7 прошли в финальной схватке. Бексултан Буранбек, Торихан Сабырхан, Унер Силхан, Санжар Али Бегалиев, Элеонур Турганова и Аружан Зейнуллаева поборются за возможность поднять флаг Казахстана на пьедестале. Невероятно гордимся и желаем успешного выступления в финале. Что за шум, а драки нет? Точнее, она, кажется, намечается. Крутейшие легковесы Казахстана бомбят в Инстаграме, а виновниками сей торжества стали Фаниль Рафиков и Дамир Исмагулов. Вызывает, значит, на днях Ногай на дуэль Дамира. Предлагаю, говорит, бой за звание лучшего ММА-легковеса в Казахстане. Дамир окает, говорит, что готов закрыть вопрос в декабре и, мол, жду контракт. Но тут начинается самое интересное. На сцену врывается Артем Резников с напоминанием, что именно он возглавляет таблицу легковесов Казахстана по статистике Fight Matrix. Экс-чемпион Алаш Прайд Рустем Кудайбергенов тоже решил вмешаться. Говорит: Найза, устройте гран-при в 70 килограмм.
Выясним сильнейшего. Остудить пыл решил Олжас Искараев со словами, что будет правильнее посмотреть на это как на обычный бой, а не бой с целью выяснить сильнейшего. Но финальное слово молвил президент Лиги Найза Нурбек Карабала. Тут я лучше процитирую. Интересно, что и Дамир, бывший чемпион Найза, и Фаниль, чемпион Найза. Декабрь забит бойцами, нельзя воровать у них минуту славы. А вот февраль я бы рассмотрел, так что Дамир, Фаниль, конец февраля, поехали. Ребята на это пока никак не отреагировали. Пока Диса на заслуженном отдыхе, с анонсами предстоящих турниров познакомлю вас тоже я. Сегодня, 1 ноября, в Алматы пройдет турнир Алаш Прайд 101. В главном событии вечера Руслан Сариев сразится с бразильцем Рулианом Пайва. Пайва знаком казахстанцам по бою с Жалгасом Жумагуловым, которого он победил решением судей на турнире UFC 251. Как думаете, сможет ли Сиек отомстить за нашего Жако? В соглавном событии выступит Аслжан Таскет. Изначально соперником казахстанца должен был стать индиец Эндукандало Рао, но, судя по всему, произошла замена. В последнем опубликованном карде соперником числится некий Хошимжонов из Узбекистана. Лига никаких комментариев по этому поводу пока не давала. Вечером 2 ноября в Санкт-Петербурге пройдет турнир ACA 181. В главном карде турнира выступит боец из Казахстана Багдос Олжабай. Его соперником станет россиянин Рустам Керимов, который, как и Багдос, идет на серии из 3 побед. Для Жонгера этот бой станет вторым в лиге ACA. В первом поединке он победил Луиса Рафаэля решением судей. Главный карт турнира начнется в 19:40 и будет доступен на сайте ACA. Также 2 ноября состоится первый турнир Дала Файтинг, который пройдет в Астане. Это новый промоушен, созданный при поддержке фонда Дала Крандара. Это фонд, который поддерживает спорт. В мейн-ивенте турнира в клетку вернется непобежденный Василий Тахтай. Его визави станет экс-боец UFC, американец Уилл Чоп. На кону поединка вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. В соглавном событии известный актер и боец Еркебулан Тохтар встретится с египтянином Хайтамом Элсаэдом. А еще на турнире выступят Жуман Жумабеков, Аян Турсун, Ержан Естанов, Алишер Габдулин, Сундит Айткул, Кожахмед Имангали и другие. Что думаете про новый промоушен и ждете ли турнир? Какова подготовка легенды казахского ММА Жумана Жумабекова, рассказал главный тренер бойцовской команды Сах Про Тим Даулет Нурланұлы. Специально для Найзада Ньюс. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ертең Астана қаласында Дала Файтинг промоушенінде біздің командамыздың жауынгері, еліміздің ардагер спортшысы Жуман Жұмабеков өзінің кезекті жекпе-жегін өткізетін болады. Қарсыласы индиялық қарсылас Абхилаш Рауд деген жауынгер. Біз бұл жекпе-жекке дайындықты өзіміздің Сақ Протим залымызда өткіздік. Қарсыласқа тактикалық, техникалық жұмыстар жасадық, зерттедік толықтай. Енді жекпе-жектің мен нақты эксперттік мнениемді айтатын болсам, екінші раундта техникалық нокаутпен жеңеді деген ойдамын. Жуман оның ішінде нақтырақ келетін болсақ, бауырға соққы жасап жеңіске жетті деген ойдамын. Барлықтарыңызды бұл жекпе-жекті көруге шақырамын. Оның ішінде Жуманға жанкүйер болыңыздар, біздің қазақтың батырларына жанкүйер болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Первая казашка в UFC. Дай бог увидеть подобные заголовки. Такое звание ожидает Аян Турсун, непобежденного бойца в ММА и чемпионки Лиги Октагон. Аян – следующая, кого подпишет UFC. Такое пророчество не на пустом месте. Это прозвучало с уст Саята Абдрахманова. А у него, как вы знаете, глаз на талантливых спортсменов наметан еще как. В интервью Sport Plus TV спортсменка поделила, что UFC – ее мечта, и она делает все, чтобы достичь этой цели. Также храбрая красавица добавила, что когда в UFC подписали Бигзата Алмахана, Саят Абдрахманов написал ей в Инстаграм, что она следующая. О том, какова подготовка спортсменки к турниру UFC в Астане и готова ли Аян к UFC. Ответ нам дал главный тренер Triumph Fight и непосредственно самой Аян Турсун Данеш Дунгебаев. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Жалпы Аян Турсунға келсек, Аян Турсун осы жарысқа толықтай дайын. Бұл жарысқа дейін біз сборлар өткізіп келдік, сборларға барып келдік, және де бұл тек қана біздің залдың Triumph Fight залында жүрмейді. Біз жалпы
бапкерлермен ақылдасып, басқа да залдарға барып тұрады. Боксқа барады, және кроссфит физикаға жұмыс жасайды, және де қосымша тренерлерге барып тұрады. Сондықтан осы жарысқа біз толықтай дайынбыз, және де осы соперник бразилканы біз толықтай оқыдық, қай жағынан жұмыс жасау керек, минус плюс жақтарын бәрін қарадық. Сондықтан да біз бұл жарысқа енді 3 раундқа деп настрой ұстап отырмыз. Соперник физика жағынан өте мықты, сондықтан 3 раунд төбелес болады деп отырмыз. Енді қызықты бой болады, Алла қаласа. Екінші жағынан енді UFC жаққа күтіп отырмыз, қазір Саят Абдрахманмен жауабын күтіп отырмыз. Ол кісі қазір жұмыс жасап отыр. Қазір енді UFC-ға өтіп кетсек, ол жаққа да басқа да пландарымыз бар, құрып отқан. Қалай жұмыс жасау керек UFC-ға өтсек. UFC-ға егер өтетін болсақ, әрине біз өтетін болсақ, ол жақта результат көрсетуге жұмыс жасаймыз ғой, результатқа. Сондықтан да ол жаққа да баратын болсақ, пландарымыз бар. Оны жаңағы UFC-ға кіріп өтіп жатсақ, жаңалықтарды ести жатасыздар. Сондай Аян Тұрсын туралы. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Как обычно, напоминаю о подписке и лайках. Пишите ваше мнение в комментариях и крутейших выходных. Всем пока!